Добрый день, компания Прогресс Авто приветствует вас на обзоре мини-трактора Исейки 223 Сиал. Такая вот у нас осечка приехала. Как видим, фронтальный погрузчик у нас здесь установлен. Высота подъема в районе 2 метров. Сейчас ее, естественно, еще запустим, и я вам все продемонстрирую. Полный привод, шины подробненько. Видим, что растрескиваний как таковых нет. Есть небольшие вот они замечания. Остаток еще достаточно хороший для передних шин трактора с куном. Зад получше, то есть здесь есть небольшие совсем замечания вот здесь. Ну, соответственно, остаток еще прямо-таки очень хороший. Можно было бы, конечно, побольше, но тем не менее. Вот, кстати говоря, по боковинке есть также небольшие трещинки, как на переднем. Ничего критичного, просто рассыхание верхнего слоя. Эти шины будут ходить еще очень долго. Тут никаких вообще абсолютно замечаний можно не делать. Трехточное навесное устройство с дополнительными гидрорегулировками. Соответственно, горизонтальный наклон можно отрегулировать, ничего не крутя руками. Состояние ножей сейчас с другой стороны покажу. Такой остаток достаточно еще в принципе хороший, то есть в районе 50-60% есть. Я думаю, что работает еще знатно. 140-я фреза у нас здесь, естественно, с боковым расположением редуктора. По правой стороне шины то же самое абсолютно зад. Здесь вот как раз на солнышке, я думаю, прекрасно видно сейчас состояние. Есть вот опять же небольшие замечания по верхнему слою, по бокам. Но это прям совсем не критично. И то же самое по передней. С правой стороны общий вид. Все достаточно цело, хорошо. По куну. Ковш у нас здесь на быстросъеме. Вот он, соответственно, штифт, шплинт. Пальцы вынимаются, за колечко выдергиваются, и, соответственно, ковшик остается лежать на полу. То же самое можно сделать и с самой установкой. То есть здесь у нас шплинты. Все это дело снимается и спокойно вытаскивается, оставляя нашу установочку лежать опять же на полу. То есть вот здесь подставка, она разворачивается, и все это оставляется. Соединение гидравлические на быстросъемах, как видим, то есть все снимается быстренько, без проблем, расщелкивается, капля буквально падает, и все. По убранству в салоне, если можно так его назвать, регулировка положения фрезы, соответственно, гидравлические регулировки, все здесь у нас функционирует. Здесь у нас блокировка моста и отключаемый полный привод по рычагу, который я показываю рукой. Кран гидравлический также, как и в обычном тракторе. 844 моточисла наработки. И в целом очень хорошее состояние. Давайте запускать. Сейчас с другой стороны обойдем, чтобы удобнее было садиться. По левой стороне у нас здесь раздатка, 4 передачи, 4 положения и вал отбора мощности, 3 положения. Есть, что очень интересно, реверс вала отбора мощности. То есть здесь мы вытаскиваем наверх наш рычаг. Полностью все 3 передачи вала отбора мощности начинают работать в обратную сторону. То есть, например, если он работает так по часовой стрелке, то при вытаскивании рычага он начнет работать против часовой. Итак, запуск. Смотрим чеки. Все у нас здесь работает. Давайте чуть-чуть свечи погреем, потому что минус 15 на улице. Запуск. 800 оборотов, 150 может быть 800.
моргало у нас навесное устройство, что нужно было его откалибровать, грубо говоря. Рычаг. Все спокойненько поднимается, опускается достаточно резво. То же самое можно сделать с нашим гидроцилиндром. Видим, как фреза изгибается у нас. Прошу прощения за руку в кадре. Соответственно, вполне удобненько. Сильно на холодную газовать не будем. Ну, видим, что никакого выхлопа и тому подобных вещей нет. Установочка наша. Вот она, ее высота подъема. Уже до этого сказал я, что она небольшая достаточно. Сказал в районе 2 метров, но нет, к сожалению. Здесь, наверное, 1,60 м. 1,60 м высота подъема, 250 килограмм заявлено. Соответственно, отжиматься на 230 килограммовой грузоподъемности не будет, не должна, потому что 250 килограмм слишком мало, чтобы поднять трактор подобного рода. Теперь давайте проверим передачи. Сразу на месте еще включу все, чтобы было видно, что включается вообще без проблем. Смотрим сразу же, что при включении передачи задней у нас поднимается фреза. То есть, например, сейчас она будет у нас в положении вот таком, опущенном. При включении задней передачи фреза автоматически поднялась. Естественно, потом ее нужно опустить руками. Загорелся чек, что фреза поднята. Давайте чуть-чуть проедем. Это у нас первая передача. Вторая. И третья. Я думаю, отлично видно. Собственно, пора разворачивать наш тракторок. Гидроусилитель руля. Все одной рукой. Без проблем кручу. Никаких трудностей не возникает. Так. Давайте вторую. На месте, если нужно, опять же. Собственно, весь выворот. Все одной рукой. Теперь давайте проверим вал отбора мощности. Прошу прощения. В перчатках можно не удержать телефон. Так, по валу отбора мощности. Вал отбора мощности. Видно, я думаю, передачу. А вал отбора мощности у нас, судя по всему, да, у нас третья передача. Сейчас чуть-чуть газ, чтобы побыстрее. Можем услышать здесь работу фрезы. Так что все работает вполне адекватно. Именно в плане редукторов. Передача вторая. Помедленнее, естественно. Здесь ничего не поменяется. И передача первая у нас осталась. Включу. Вот она, передача первая, самая неспешная. Все это дело работает вот так вот. Все, можно выключать. Вот, собственно, весь тракторок. Все ГТУ 223. Все проверили. Не проверил, не показал. Джойстик. Джойстик отвечает за поднятие и опускание фрезы.
То есть максимальное положение вверх и положение, которое у вас выставлено здесь на рычаге. Все это по одной кнопочке, очень удобно, если нужно развернуться где-то или что-то приподнять. Такой тракторок, напомню, все прекрасно работает. Колея в районе 110 по заду, по центрам можно развернуть, естественно. Грузоподъемность здесь 50 килограмм, высота подъема 1,60 м, фреза 1,40 м, боковое расположение редуктора, естественно полный привод, блокировка заднего моста, реверс на вал отбора мощности. И козыречек можно поставить с крышей вместе. Поэтому такой трактор, приезжайте, Прогресс Авто.